Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах к этому часу. Все мероприятия, связанные со встречей Нового года, должны пройти в режиме онлайн. Озвучим эпидобстановку в Якутии на сегодня. Открытие ледовой переправы Хатасы-Павловск намечено на следующую неделю. Сколько автозимников открыты для водителей? Освещение склона, забор по периметру и многое другое. В Ленске начали реконструкцию горнолыжной базы. За минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора, в Якутии выявлено 215 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе ежедневного брифинга. Так, в Якутске заболели 111 человек. Среди районов наиболее сложная ситуация наблюдается в Мирнинском, Нерюнгринском и Мегено-Кангаласском улусах, где выявлено от 8 до 10 новых случаев. В Нюрбинском и Сунтарском районах заболели 6 человек, в остальных районах от 1 до 5 заражений. 4 человека скончались за сутки от COVID-19. Ольга Балабкина также напомнила о том, что режим повышенной готовности в связи с пандемией продлен до 15 января и перечислила некоторые ограничения в этот период. Для учреждений образования главой Республики Саха-Якутия определен план, по которому проведение школьных и детских утренников возможно в группах с соблюдением, соответственно, санитарно-эпидемиологических правил, без привлечения при проведении праздников работников и соответствующих, и, соответственно, родителей. Кроме того, органам государственной власти, органам местного самоуправления определено исключить из планов проведения торжественных крупных мероприятия в реальном режиме времени по празднованию Нового года. Все мероприятия, связанные со встречей Нового года, должны пройти в режиме онлайн. Указанные правила, определенные главой Республики Саха-Якутия, касаются любого населенного пункта на территории нашей республики, независимо от того, есть там случай новой коронавирусной инфекции или нет. Также Ольга Балабкина сообщила, что главам северных районов поручили усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в связи с открытием автозимников. Главам муниципальных образований нужно решать вопрос о соответствующих санитарно-эпидемиологических требованиях, так как постепенно коронавирус приходит в отдаленные поселения, подчеркнула она. Открытие ледовой переправы через Лену Хатасы-Павловск, которая остается закрытой из-за теплой погоды, намечено на следующую неделю. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. Толщина льда на реке в пригородах Якутска не везде одинакова. Лед из-за изменения структуры может оказаться хрупким и не выдержать веса транспортного средства. Ориентировочный срок открытия переправы Хатасы-Павловск намечен на 7-10 декабря, сказала главный государственный инспектор по маломерным судам Якутии Аурика Смирнова. В настоящее время к эксплуатации допустили 10 автозимников на территории 7 районов. Спасатели МЧС очищают мост «Русский» на высоте 300 метров. Мост, соединяющий одноименный остров с материком, был закрыт из-за последствий непогоды. Как сообщают в ведомстве, работы выполняются при помощи вибрации. Спасателям предстоит очистить все 560 метров моста. Уже очищено 10 вант. К работе привлечены более 20 человек, в том числе 14 от МЧС, а также промышленные альпинисты и специалисты предприятия, обслуживающего мост. По заявлению Минвостокразвития, для полной расчистки моста понадобится от 6 до 10 дней. Отдельный перечень навыков предложили ввести для экзамена на водительские права в России. Список навыков, согласно проекту приказа МВД, предполагается закрепить в одном из приложений к документу. Всего перечень содержит 19 пунктов. В список вошли навыки, которые ранее проверяли на площадке. Это парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске. Кроме того, по документу кандидат должен показать умение разворачиваться в ограниченном пространстве или при ограниченной ширине проезжей части с использованием движения задним ходом. Будущие водители автобусов должны будут продемонстрировать навык останавливать общественный транспорт для безопасной посадки и высадки пассажиров.
С 1 сентября в Мирнинском ГОК произошли серьезные структурные изменения. Появился Центр комплексного сервиса, призванный объединить в себе ремонтные структуры всех подразделений комбината и вывести эту деятельность на новый уровень. Как это восприняли сами ремонтники и начались ли реальные изменения в лучшую сторону, выяснял Роман Муконин. Сейчас мы производим вибрационную диагностику двигателя после ремонта. 300 киловатт. Двигатель из горнопроходческого комбайна. Устанавливаем датчик, который снимает вибрационные параметры с помощью прибора. Качественно ли отремонтирован агрегат, выясняет Антон Жук. Понять это специалисту по наладке несложно. Он видит нужные параметры, а программа еще и подтверждает, все ли в порядке. Этой работой Антон занимался и раньше, но ему параллельно давали и другие задачи. Соответственно, сроки затягивались. Все изменилось после создания Центра комплексного сервиса. Ремонтников объединили в одну службу. Преобразования, конечно, нужны. Тем более сейчас у нас получается по оборудованию неплохая пойдет сейчас наработка. Будут отслеживаться все ремонты, все, что происходило. Потому что раньше за этим особо никто не следил. Я считаю, что это будет положительная динамика. Плюс у нас действительно и отказов со временем должно быть меньше, потому что прогноз и по запчастям будет, так как будет учитываться все. Отказы, поломки, в связи с чем, как. Вот вы можете даже здесь сейчас в РССУ увидеть, как вот все поменялось, все упорядочнилось. Сейчас везде все поразложено, компактненько, ничего нигде лишнего не разбросано. У каждой детали, там, запчасти, материала есть свое место, отношение к определенному участку. Коллеги с рудника «Интернациональный» с этим согласны. У всех ремонтников были схожие проблемы. В составе местных подразделений их работа зачастую отодвигалась на второй план в угоду производственникам. Техника работала на износ, а заботиться о ней было некому. Теперь над ремонтниками встали руководители с профильным образованием. У нас появились специалисты, которые проводят акты расследования по остановкам оборудования. То есть, если раньше оборудование вышло из строя, и мы приступали к ремонту и, грубо говоря, не думали более ни о чем, в данный момент мы проводим расследование, почему, в какой момент, при каких условиях оборудование вышло из строя. Пока у новой службы проблем хватает, но, как говорят сами сотрудники, скоро у них все наладится, и они перейдут на более высокий уровень в своей работе. А техника будет реже ломаться и дольше работать. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Пусть будет праздник. В столице региона стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка добра». В торговых центрах установлены елки с записками, где указаны имена детей, которые ждут подарков от добрых горожан. Традиционно подарки получат воспитанники коррекционных школ и домов-интернатов. Внести свою лепту в исполнение мечты ребенка и подарить праздничное настроение может любой желающий. Для этого нужно выбрать открытку с елки добра, купить подарок и положить его возле новогодней ели. Тогда ребенок, которому этот подарок будет адресован, обязательно получит его к Новому году. Сегодня в рамках старта акции глава Якутии Айсан Николаев одним из первых купил подарок воспитаннику детского дома. Елка добра, она в Якутске уже проходит 5-й раз. Вот здесь именно по линии города добра, здесь в хозмаркете. Я всегда принимаю участие в этой акции. Очень рад, что благодаря этой акции многие дети могут приобщиться к новогодней сказке. Потому что, конечно же, под Новый год не то что дети, но и взрослые даже мечтают о новогоднем чуде, чтобы какие-то их желания сбылись. К сожалению, достаточно много детей, которые в силу разных причин не могут получить эти подарки. И вот эта акция позволяет как раз как можно большему количеству детей вот эти подарки получить. Так, и приобщиться, еще раз говорю, к новогодней сказке. В этом году впервые в рамках фестиваля «Зима начинается в Якутии» пройдет зимний ленд-арт-фестиваль «Айсманфест». Ленд-арт – это направление в современном искусстве, объектом которого является реальный пейзаж, фрагмент природной среды. Участникам якутского ленд-арта предлагается создать объекты в необычном месте на угольном карьере микрорайона Кангаласы. Как говорят организаторы фестиваля, участники должны больше ориентироваться на окружение, а не на самих арт-объектах. Это не должен быть один
маленький объект, он должен занимать всю территорию. Для создания арт-объектов участникам предлагают в качестве материала лед, снег и подсветку. Заявки и эскизы рассмотрит компетентное жюри, а 4 победителя получат по 100 тысяч рублей на реализацию своих проектов. В Ленске начали реконструкцию горнолыжной базы. Так проводят освещение основного горнолыжного склона, выставляют 20 опорных столбов. Таким образом, спуск для сноубордистов и горнолыжников будет освещен полностью. Планируют поставить 160-метровое ограждение по лицевой стороне лыжной базы, а также построить новое здание, в котором разместят гараж для техники, пункт проката и буфет. На сегодняшний день решением районного совета депутатов на модернизацию лыжной базы выделено 10 миллионов 82 тысячи. Это вот, еще раз повторюсь, освещение горнолыжного склона, ограждение и дополнительное здание. К этому часу это все новости. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Увидимся на канале Якутия 24.